Победителем шоу «Последний герой. Зрители против звезд» на ТВ-3 стала наша землячка, резидент Comedy Woman Надежда Ангарская. За победу в телешоу она получит квартиру в Москве. О том, с какими испытаниями ей пришлось столкнуться, сюжет Ульяны Шагиной. За испытаниями участников 8-го сезона шоу «Последний герой» несколько месяцев наблюдала вся страна. Победа Ангарской стала неожиданностью для многих. Многие были уверены в победе другого участника – Дмитрия Павлюка, а потом и Игоря Жука. Но якутянка показала настоящий северный характер и устояла в нелегких для участников испытаниях. Самое сложное испытание для меня – это, наверное, были голосования, в которых мы должны были выбрать кого-то, в первую очередь для себя, чтобы человек покинул проект. Для меня это больше такой эмоциональный всплеск морально-этических отношений, что ли, человеческих отношений. Надежда достойно прошла все тяжелейшие испытания и оставила позади 15 соперников. На филиппинском острове Палаван в первозданных джунглях она провела 39 дней. И каждый из них, конечно же, открыл здесь возможности, о которых раньше и не задумывался. Я поняла, что мы очень многое можем добиться в своей жизни. И, в принципе, каждый человек способен на что-то большее, чем у него есть, чего он добился. Вот. И что каждый из нас может достичь какой-то цели, если в себя поверить. Без телефона и права позвонить своим близким, сыну и матери. Но в последний момент они сами прилетели на остров, чем не только удивили Надежду, но и придали сил для дальнейших испытаний. Давайте посмотрим трогательный момент из этой серии. Эту победу я бы посвятила маме. Мама мне всегда говорила, что я самая красивая. А я ей не верила, потому что я же вижу со стороны. Как я могу быть красивой? Я заплакала, сидела, тебе не верю, нет. Она мне говорила, что я талантливая, что у тебя все получится. А еще мама мне сказала, никогда не жалей себя. Свою победу Надежда в первую очередь посвятила своей маме, ведь именно она поддерживает ее во всех ее начинаниях. Поддержала и во время участия в проекте, полностью взяв на себя воспитание внуки. Моя мама очень сильный человек, очень сильный человек. Она для меня герой. И она мне сказала, ну что ж, уж иди до конца как-то. Насколько сможешь, так и иди далеко. И вот с такими мыслями я осталась. И во многих испытаниях, в которых я понимала, что я там боюсь переступить, вдруг упаду, ой-ой-ой, я вспоминала свою маму. Резидентом Comedy Woman Ангарская стала в 2010 году. Тогда же и переехала из Нерюнгри в Москву. Сегодня она успешно записывает песни, а также выпускает одежду для женщин размера плюс сайз. Скучать ей во время карантина некогда. Основное время, конечно же, занимает воспитание сына. Периодически я занимаюсь спортом, а потом что, готовлю еду, кормлю, мою, готовлю, кормлю, мою, кормлю, ем, готовлю. Думаю, что приготовить, опять готовлю. На самом деле в этой шутке есть доля шутки, потому что все мы на изоляции стали гораздо больше есть. И не говорите мне, что это не так, что вы не такие. Я знаю, что все едят больше. Надежда не забывает о Якутии. Время от времени приезжает на родину, привозит коллег, выступает здесь концертами, а в свободное время поет песни о Якутии, поддерживая своих земляков в столь сложное для всех время. На последнем совете, когда голосовали выбывшие из племени героев, я была в этой футболке. Поэтому Якутия, я не зря написала Якутия спасибо, потому что всегда чувствовала вашу поддержку своих земляков. Догадывались о ее победе в шоу многие, так как Надежда последняя вернулась с Филиппин. Несмотря на то, что многие испытания давались ей с трудом, а от некоторых она и вовсе отказалась, доброта и человечность помогли ей дойти до финала и стать победителем. Ульяна Шагина, Евгения Хлопков, Якутск. Последний герой!